Это уйгурская автономия, самое удаленное место от моря. Столица Урумчи внесена в Книгу рекордов Гиннесса. На первый взгляд, раз это место так далеко от океана, то как здесь могут выращивать морские деликатесы. Но здесь зреет революция вкуса. В древние геологические эпохи эта земля когда-то была огромным океаном. 65 миллионов лет назад индийская плита столкнулась с евразийской, вызвав длительное горообразование. В этой геологической катастрофе образовались северные Алтайские горы, центральный Тянь-Шань и южный Кунлунь. Три хребта, как гигантские руки, окружают Джунгарскую и Таримскую впадины. Отсюда и название «Три горы и две впадины». С поднятием гор море ушло, и Синьцзян стал сушей самой удаленной от моря. Но следы бывшего океана заложили основы для морской революции в Синьцзяне. На красной ферме в Качу специалисты используют местные солончаки для приготовления соленой воды и разведения южноамериканских белых креветок. С помощью биотехнологий соленость поддерживается на уровне 18 промилле, а выращенные креветки свежие и сладкие на вкус. Аналогично выращивают креветок в селе Камуарыг города Куча. Там уже разводят морепродукты премиум-класса, такие как группера и омара. В этих местах достаточно зачерпнуть сечи, и рыба и креветки полны жизни, что говорит о хорошем их состоянии. Уездный лейк в Илийской области имеет холодную воду, подходящую для разведения лосося. Для уйгуров и других жителей нелегкий лосось, подарок снегов, вода для ферм берется из ущелья Тангалак. Температура круглый год ниже 20 градусов, pH твердость воды умеренная, содержание кислорода высокое. Просторные водоемы создают благоприятные условия для рыбы, масса плотная. Смотрите, как косак рыб прыгает между сетями, словно серебряная цепь. Рабочие перекладывают рыбу в аэрационные баки и за 15 минут доставляются на перерабатывающий завод. Рабочие в белых защитных костюмах формируют конвейер, рыбу очищают в чистой воде и отправляют на автоматическую резку. Лазерный анализатор сканирует жировые прожилки каждой рыбы, высший сорт упаковывается вакуумно. В течение 48 часов продукты отправляются самолетом в Пекин, Шанхай и даже за границу. Озеро Дажай в уезде Яркент было важным пунктом древнего шелкового пути в Кашгар. Прозрачное озеро встречается с золотыми песками, создавая пейзаж. Одна половина как южная река за горами, другая – пустыня с дымкой. На пылающей поверхности озера супруги крабовода на лодке проверяют ловушки и рост крабов. Вода озера от таяния снега Тянь-Шаня, летом не выше 25 градусов, идеальная для роста речных крабов. Водоросли в озеро, натуральный корм, к осени крабовая икра полностью готова. Исследователи не ограничены удаленностью от моря. С помощью науки они используют местные солончаки и воду, создавая среду для морепродуктов. Когда жирность красного краба тает на языке, а икра попадает в уголки рта, вы наслаждаетесь не только вкусом, но и легендой уйгурской земли и воды. Уйгурские пиршества – это не только вкус, но и взаимодействие воды, земли и жизни.
Уйгурские морепродукты – яркий пример того, как наука позволяет даже самой удаленной от морей и океанов Земле получать свежие морские дары.